Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем по традиции с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64 рубля 36 копеек, евро 70 рублей 93 копейки. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 64 рубля 20 копеек, продает также Восточный банк за 64 рубля 55 копеек. По евро в покупке лидирует все тот же Восточный банк, это 70 рублей 80 копеек, а продает выгоднее всего Россельхозбанк за 71 рубль 15 копеек. Доработать национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года поручил Кабмину президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, в документе необходимо синхронизировать мероприятия нацпрограммы и нацпроектов, а также скоординировать планы строительства социальной инфраструктуры. В проекте указа сделают акцент на ключевые цели и задачи развития Дальнего Востока с учетом обеспечения темпов экономического роста, превышающих в 1,5 раза среднее значение по стране, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока населения. По всей стране сейчас активно идет работа по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ жители страны могут посмотреть, как идет реализация данной программы. Так, на сегодняшний день удалось переселить более 1 миллиона человек по всей стране. Сколько россиян планируют расселить до 2024 года и каковы показатели в нашем регионе, расскажет Дмитрий Тымыров. Отметим, что сегодня на территории страны реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», который включает в себя федеральный проект обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках которого по всей стране идет переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда. За последние 6 лет реализации национального проекта было расселено более 12 миллионов квадратных метров жилья по всей стране. На территории Якутии в период с 2014 по 2018 годы было расселено по данной программе более 400 тысяч квадратных метров жилья. Это 1435 аварийных дома. На сегодняшний день в регионе в реестр аварийных домов включены 4242 объекта, что составляет 1347 тысяч квадратных метров жилья. По программе переселения из аварийного жилфонда на период с 2019 по 2025 годы планируется расселить более 3500 аварийных дома. Это более 1 миллиона квадратных метров. По программе будут расселены до 2025 года 61,09 тысяч якутян. В основном это дома, построенные до 1996 года, имеющие 1 или 2 этажа. Для реализации данной программы потребуется 110 миллиардов рублей. Фонд содействия реформированию ЖКХ на эти цели направит 78 миллиардов рублей. Оставшуюся часть республика должна сама возместить. Отметим, что в рамках реализации второй очереди программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилфонда по всей стране планируется переселить более 500 тысяч человек. Это 9 миллионов 54 квадратных метров аварийного жилья. На эти цели предусмотрено 507,17 миллиарда рублей. Из них основная часть будет средства из федерального бюджета, остальная часть – это средства региональных бюджетов и внебюджетных источников. Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о недопустимости манипулирования статистикой смертности. В Москве состоялось заседание Президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. В режиме видеоконференц-связи в заседании принял участие и глава Якутии Айсен Николаев. Медведев заявил, что регионы не должны подгонять показатели под статистику. Цитата. Ее подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Конец цитаты. Премьер потребовал разобраться в причинах, по которым в 36 субъектах страны растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, добавив, что помимо этой патологии большим вопросом остается статистика по онкологии.
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств со следующего года будет расширен на 23 позиции. Сейчас он включает 735 препаратов, но главное – включить в него современные, эффективные, востребованные препараты, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями. Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств, однако список также пополнит дорогостоящие препараты для лечения так называемых сложных и высокозатратных нозологий. К другим темам банки обяжут сообщать клиентам о блокировках их счетов и переводов, а также о причине таких действий. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, я тебя приветствую. А кто будет контролировать обоснованность таких действий со стороны финансовых структур? Анастасия, в случае принятия решения о блокировке расчетного счета клиента или банковского перевода, банки в обязательном порядке должны будут проинформировать Центробанк и Росфинмониторинг. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Госдума рассмотрит законопроект, направленный на обязанность банков сообщать клиентам о блокировке их счетов и переводов, а также о причинах этой блокировки. По данным правительства, кредитные организации нередко блокируют счета или операции клиентов в случаях, если подозревают проведение мошеннических операций, и нередко отказываются объяснять причины такой блокировки. При этом подозрения банков в большинстве случаев оказываются необоснованными, но при этом блокировка счетов и платежей наносит вред клиентам, особенно если речь идет о счетах предпринимателей. В связи с этим правительство предлагает установить норму, что банк может заблокировать счет или операцию только в случаях, когда клиенту присвоен наивысший из установленных в соответствии с правилами внутреннего контроля уровень риска. Другими словами, речь идет об основаниях подозревать клиентов в действиях по легализации преступных доходов. Кроме того, законопроект также устанавливает обязанность банка информировать клиентов как о факте блокировки его счетов, так и о причинах такого решения. Подобные уведомления также необходимо направлять в Центробанк и Росфинмониторинг. Спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов в России сокращается на фоне экономической рецессии и падения реальных доходов населения. Кризис на российском ювелирном рынке, среди прочего, привел к снижению потребления золота. Такие данные приводит Министерство промышленности и торговли России в проекте «Стратегии развития отрасли драгоценных металлов России на период до 2030 года». В документе сообщается, что потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом, составив 41 тонну. Министерство отмечает, что в России сокращается рынок ювелирных изделий из серебра, а экспорт данной продукции из России нуждается в государственной поддержке. Ведомство также обратило внимание на минимальный объем потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности. Машина, как у президента. Начиная с 2021 года планируется производить более 500 автомобилей представительского класса «Аурус». Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По итогам текущего года запланирован выпуск 150 машин. В 2020 году их будет 180. Стоимость машины в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. В 2020 году планируется продать около 50 автомобилей. Активные продажи стартуют в 2021. «Аурус» – это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку помимо седана входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил название. В будущем линейку планируют дополнить мотоциклом и кроссовером. Спецверсии «Аурус» есть в гараже особого назначения ФСО. Автомобили используют для поездок президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Российским авиакомпаниям компенсируют дополнительные расходы на керосин за прошлый год. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин. Предполагается, что сумма будет выделена из резервного фонда, однако объем не называется. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, операционные убытки перевозчиков в прошлом году составили приблизительно 54 миллиарда рублей. В то время как в первом квартале 2019 года операционные убытки перевозчиков уже составили 45 миллиардов рублей. Это на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на то, что средняя цена авиабилета эконом-класса выросла с начала этого года почти на четверть.
Правоохранительные органы в 2018 году не смогли добиться запланированного показателя возмещения ущерба по расследованным уголовным делам, в том числе из-за отсутствия механизма возвращения похищенных активов. Это связывают с увеличением ущерба по преступлениям в финансово-кредитной сфере, отсутствием реальных механизмов по возвращению похищенных активов в рамках производства по таким уголовным делам вследствие использования криминальных схем вывода и отмывания похищенных средств через офшорные компании. Счетная палата также указала на проблему взаимодействия между представителями правоохранительных органов, Банка России и Агентства страхования вкладов. По информации Счетной палаты, плановый показатель должен быть составить 40,1%. Фактически получилось 27,6%. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Анастасия, ну а актуальная информация из мира экономики в наших следующих выпусках. Спасибо. Иван, спасибо. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Мы продолжаем наш выпуск. 372 тысячи якутян привились от гриппа. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Отметим, что в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. Число населения, прошедшего вакцинацию, составляет 39% от общего числа жителей Якутии. При этом уровень заболеваемости вирусными инфекциями находится на уровне эпидемических порогов, рассчитанных на этот период. Против природы не пойдешь. Жительница села Пригородное уже в следующем году, когда пойдет река, может остаться не то чтобы без жилья, но и без кусочка земли. Вода буквально каждый год съедает часть участка, где стоит ее дом. Есть ли выход из этой ситуации, узнаем у нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Он сейчас на прямой связи со студией. Дима, я тебя приветствую, мы ждем от тебя подробностей. Добрый день, Анастасия. Ну, сейчас мы со съемочной группой непосредственно находимся на этом участке. Разрушительные мероприятия, разрушение береговой зоны здесь начались еще в 2007 году, когда русло реки поменяло свое направление, и с каждым годом, метр за метром, земля начала уходить под воду. Сейчас я держу в руках фотографию 2007 года. Здесь мы видим дом и непосредственно кусочек земли, который здесь раньше находился. В 2018 году здесь под воду ушло где-то 15-20 метров. В 2019 году в целях безопасности жительница, хозяйка этого участка, попросила своих убрать здесь веранду, которая находилась здесь. С просьбой о помощи Светлана обращалась в различные инстанции, но никакого ответа не последовало. И вот в этом году, в июне месяце, под председательством первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова прошло собрание, и тогда он попросил мэрию взять этот вопрос под личный контроль. Как обстоят дела сейчас по решению данной проблемы, нам расскажет хозяйка этого участка Светлана. Ну, как обстоят дела и что вообще говорят в мэрии? Здравствуйте. Я получила протокол правительства от 11 июня, где конкретно пунктом 2 и 1 мне написано, чтобы переселить гражданку Елисееву на новый земельный участок. Я ходила в агентство земельных отношений, но идут одни отписки. Вот все мои отписки, до сих пор у меня еще вопрос не решен. Но дом уже весной 2020 года, он просто упадет и уплывет. Я прошу обратить на меня внимание и помочь о выделении мне земельного участка. Больше я ничего не, больше ничего я не прошу, чтобы я могла перенести этот дом. Жилья у меня своего нету, я пенсионерка, средств у меня нету, поэтому я прошу помочь правительство решить этот вопрос о земельном участке, о выделении мне земельного участка. Я уроженец села Пригородное, поэтому прошу здесь, где-то в этом районе, выделить мне новый участок. Ну, а если действительно, если не предпринять эти меры сейчас, то уже в следующем году, когда начнет вода прибывать, то данный дом действительно уйдет под воду. На этом у меня все. Анастасия. Дима, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров.
В Якутске девушку ограбили прямо на улице. Это произошло в 202-м микрорайоне города. Она сообщила сотрудникам Росгвардии, что мужчина на машине выхватил у нее сумку с документами и личными вещами и сразу сбежал. Сообщается, что злоумышленника поймали по горячим следам. С подробностями мой коллега Юрий Осипов. Юра, я тебя приветствую. Ну, расскажи, как удалось быстро поймать преступника. Да, Анастасия, это получилось благодаря хорошей памяти девушки. Она не только запомнила марку машины и куда она поехала, но и подробно описала внешность злоумышленника, и благодаря этому его так быстро поймали. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутии возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Прокуратура республики провела проверку соблюдения земельного законодательства. По ее результатам выяснилось, что в 2017 году между Министерством имущественных и земельных отношений и Республиканским центром технического учета и технической инвентаризации заключен госконтракт на выполнение кадастровых работ на 577 земельных участках. Сумма контракта составила около 18,5 миллионов рублей. Сообщается, что по результатам подписания акта сдачи приемки выполненных кадастровых работ они выплачены подрядчику в полном объеме. Также выяснилось, что ответственный подписал акты без проверки, когда как подрядчикам не выполнены работы по 67 земельным участкам на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование. В Алдане обокрали многодетную семью, об этом сообщает прокуратура Якутии. В конце августа этого года у них гостил неоднократно судимый сосед. Улучив момент, когда никто за ним не наблюдает, он украл 4 сумки с новыми вещами, которые были куплены накануне к школе для 5 детей. Семье был причинен значительный материальный ущерб. В последующем все украденные вещи обнаружили в сарае обвиняемого. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В Мирном мужчину за повторное пьяное вождение оштрафовали на 200 тысяч рублей. Как сообщает прокуратура региона, 22-летний местный житель в июне этого года, уже будучи подвергнутым административному наказанию за пьяное вождение и не имея водительских прав, вновь сел за руль пьяным. По результатам рассмотрения уголовного дела мужчину приговорили к штрафу с лишением прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Заключенному в Якутии увеличили срок за нападение на сотрудника колонии. Отбывая наказание в колонии строгого режима, он ударил сотрудника в грудь, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Подсудимый, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима в марте этого года, высказал в отношении работника колонии угрозу применения насилия, после чего нанес удар в грудную клетку, говорится в сообщении. Отмечается, что на момент вынесения приговора суда неотбытая часть наказания составила 6 лет и 10 месяцев. В результате к назначенному наказанию в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы суд частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору суда, окончательно назначив 8 лет лишения свободы. В Чите было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, с местной жительницей на глазах у детей жестоко расправился ее муж. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 34-летней супруги. Согласно материалам дела, рано утром между супругами произошел конфликт, переросший в драку под окнами жилого дома. Очевидцами событий стали маленькие дети, которые находились рядом с родителями, и жители соседних домов, наблюдающие за происходящим из окна. В ходе ссоры мужчина схватил нож. Оружие, предположительно, было у него в кармане и нанес жене несколько ударов. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию. Прибывшие к месту трагедии медики не смогли помочь пострадавшей, она была уже мертва. Проводится расследование. Тайфун Хагибис, обрушившийся на Японию, унес жизни более 40 человек. Власти направили в пострадавшие районы 110 тысяч спасателей. Подробности в следующем репортаже рассказывает Сергей Берец. По сообщениям из Японии, в результате удара тайфуна Хагибис погибло больше 40 человек. По меньшей мере 15 считаются пропавшими без вести, ранены свыше 100. Вынужденно покинули свои дома около 38 тысяч граждан. В пострадавших районах работают 110 тысяч спасателей из состава сил самообороны, полиции, береговой охраны, пожарной службы. Отрезанных наводнением от внешнего мира людей эвакуируют вертолетами и на лодках. Сильнейший с 1958 года тайфун обрушился на остров Хонсю в субботу. Обширные районы в префектурах Нагано, Сайтамо, Токио и ряде других оказались под водой.
По мере продвижения вглубь суши Хагибис начал ослабевать, но оставил после себя значительные разрушения. Ущерб еще предстоит оценить, говорит Тосио Янизава, живущий в окрестностях города Нагано. Наша семья из 4 человек в безопасности, но автомобили и сельскохозяйственные машины уничтожены. По словам Хироси Нозаки, вся округа выглядела как море. Когда я вернулся, вода поднялась больше, чем на метр. Я здесь работаю, но думаю, что теперь этот район парализован надолго. Настроение соотечественникам подняли отважные цветы. Игроки национальной сборной Японии по регби. В воскресенье они одолели команду Шотландии и впервые в истории вышли в четвертьфинальную стадию чемпионата мира. Следующим соперником для них станет Южная Африка. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Анастасия, благодарю тебя и наших зрителей за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Большое спасибо, Юрий. А я напомню о происшествиях, которые произошли в республике, стране и мире, нам рассказал Юрий Осипов. Владимир Путин посетил с государственным визитом Саудовскую Аравию. Он провел встречи с королем Сальманом бен Абдель-Абзизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта. А еще один подарок президента – это камчатский кречет. Король Саудовской Аравии, в свою очередь, подарил российскому лидеру картину. Позже в Королевском дворце прошли государственные приемы и переговоры. Отмечу, что камчатский кречет – самая крупная птица из семейства соколиных. Птица занесена в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России. Действительно подарили кречета. Путин были вместе с Моди во Владивостоке на Дальневосточном экономическом форуме. И когда они посещали один из павильонов, им тогда министр Кобылкин презентовал проект. Это бизнес-проект по разведению кречетов на Камчатке. Это частная инвестиция. И вот это как раз один из тех кречетов, которые будут выводиться в рамках этого чудесного проекта. Он был подарен королю. Путин также сделал отдельный подарок для наследному принцу. Значит, это фигурка, сделанная из кости мамонта. Новый подход в борьбе с бедностью принес Нобелевскую премию по экономике американским и французским ученым. Лауреатов Шведская академия наук объявила в понедельник. Все подробности у Анастасии Дмитриевой. Нобелевскую премию в области экономики в 2019 году получат сразу 3 ученых. Американец индийского происхождения Абхиджит Бенерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер. Решение в понедельник огласил генеральный секретарь научной организации Йоран Хансон. Королевская академия решила сегодня присудить премию Банка Швеции в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля за 2019 год совместно Абхиджиту Бенерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за их экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире. Лауреаты получат 9 миллионов шведских крон, то есть почти 59 миллионов рублей. Премия по экономике, официальное название которой премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, вручается с 1969 года. Экономика не входила в первоначальный перечень направлений, отмеченных в завещании изобретателя динамита и предпринимателя. На прошлой неделе были объявлены имена победителей в области медицины, физики, химии, литературы, а также обладатель Нобелевской премии мира. Брексит, закон об иммиграции и реформа системы образования. Королева Великобритании Елизавета II в понедельник выступила в Палате лордов с тронной речью. В ней Ее Величество объявило о 22 новых законопроектах, над которыми в ближайший год будет работать Кабинет министров. Королева Великобритании Елизавета II открыла новую сессию парламента страны тронной речью в Палате лордов. В понедельник она прибыла в Вестминстерский дворец из своей резиденции в карете с эскортом гвардейцев.
Во время церемонии Ее Величество сопровождал наследник престола принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камилой. Роль черного жезла, то есть официального геральдмейстера Вестминстерского дворца, выполнила Сара Кларк, первая женщина, занявшая в 2018 году эту должность. В ее обязанности входит провожать королеву по коридорам здания и приглашать депутатов Нижней палаты парламента, в которую монаршей особе вход воспрещен, в зал заседаний Верхней палаты. Текст выступления королевы готовит действующий кабинет министров, который перечисляет основные задачи на предстоящий год. В своей 65-й по счету речи Елизавета II представила 22 законопроекта, в том числе в области здравоохранения, общественной безопасности и охраны окружающей среды. Но главной целью она обозначила Брексит. Приоритет моего правительства – обеспечить выход Великобритании из Европейского Союза 31 октября. Мое правительство намерено выстроить с ЕС новые партнерские соглашения, основанные на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества. Выступление королевы состоялось всего за несколько дней до саммита ЕС, на котором решится, покинет ли Великобритания блок 31 октября или будет вынуждена потребовать еще одну отсрочку. Огромная кобра была обнаружена рядом с одним из торговых центров в провинции Краби в Таиланде. Подоспевшие спасатели поймали змею и увезли ее в заповедник, рассказывает Сергей Берец. Королевская кобра, обнаруженная в сточной канаве рядом с торговым кварталом в популярной у туристов тайской провинции Краби, вызвала немалый переполох. На место происшествия по экстренному вызову прибыли спасатели и егеря из расположенного неподалеку заповедника. Специалистам потребовался примерно час, чтобы изловить гигантскую змею. Ее длина составила 4 метра, вес 15 килограммов. Как сообщается, ядовитое пресмыкающееся вывезли в джунгли и выпустили на волю. Это были мировые новости на Якутии 24. В Якутске стартовала Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей. Делегации прибыли из Китая, США, Индии, Индонезии, Малайзии и еще 6 стран мира. Для республики это первый опыт. 75 юных исследователей представят свои научные работы в области математики, информационных технологий, физика, социогуманитарных наук и инженерного дела. Их работы будут оценивать зарубежные и местные эксперты. Кроме того, в течение 4 дней в рамках конференции пройдут лекции, секционные заседания, а также конференции и семинары для педагогов. Школьники посетят учебные заведения столицы и достопримечательные места Якутии. Отмечу, что престижная выставка-конкурс научно-исследовательских работ школьников проводится ежегодно по всемирным стандартам. Победители конкурса станут кандидатами на участие во всемирной смотром конкурсе Intel ICF, который проходит ежегодно в США. И экономика, и научное развитие мысли в Юго-Восточной Азии, особенно в Тихоокеанском регионе, сейчас развиваются самыми мощными и быстрыми темпами. Но, естественно, наша республика Якутия является частью этого региона, как и наша страна, Российская Федерация. И наша страна как раз будет участвовать в ней как один из важных и передовых стран в области развития информационных технологий. В честь своего дня рождения Нерюнгринский музей приглашает всех на праздничное мероприятие. На прямой связи моя коллега Александра Цыбикова. Саша, я тебя приветствую. Расскажи, что представил музей. Здравствуй, Настя. Да, действительно, Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии отметил свой 43-й день рождения. Это единственный музей в Нерюнгринском районе, и он довольно-таки большой. Все желающие приходили сюда в выходные, были представлены в честь еще года консолидации, представлены наряды северных народов, национальные костюмы, их национальные игры. Как вообще прошло день рождения, мы узнаем у старшего эксперта, научного эксперта данного музея Агнии Шакдуровой. Скажите, сколько всего было национальностей представлено, сколько народу успело посетить его за выходные?
Ну, как вы уже сказали, 13 октября наш музей отпраздновал свой 43-й день рождения. В честь этого праздника мы решили организовать мероприятие под названием «В гостях у северных народов». На нашем празднике были представлены такие народности, как эвенки, эвены, юкагиры, долганы, буряты, казахи, чукчи и, конечно же, народ саха. Мы имели удивительную возможность видеть духовную культуру северных народов. Также они нам продемонстрировали национальные народные музыкальные инструменты и настольные игры, подвижные игры. Какие творческие коллективы были в музее? Кто приехал поздравить? В наш музей приехали поздравить экспериментальная школа-интернат «Арктика», ансамбль «Чуаранчик» из второй школы города Нерюнгри под руководством Маргариты Поповой. А также приезжали ребята из села Иенгра, этноцентр Иян. Спасибо. Ну, а если не творческие коллективы, а именно сами нерюнгринцы, может, какие-то возрастные группы, кто пришел, сколько вообще вот численность приблизительная хотя бы? Ну, насчет точной численности я вам не могу сказать, но могу отметить, что у нас было очень много наших друзей, партнеров, это военно-исторический клуб «Волчий кряж» массово посетил наш музей, ЦРТДЮ, Центр развития детей, юношества и творчества. Да? Так, были школы города, постоянные наши партнеры были. Угу. Спасибо. Ну и нам тоже хочется от лица нашего канала поздравить единственный в Нерюнгри музей 43-летия. Желаем вам процветания. Ну, на этом у меня все. Анастасия. Но я также присоединяюсь к поздравлениям. Саша, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Александра Цыбикова. В Мирном прошел благотворительный проект преображения. 5 юных девушек примерили на себя образ принцесс. В программу проекта входила смена образа с помощью стилистов, визажистов и парикмахеров. Подробности в материале Марфирины Алексеевой. Проект преображения проходит в Мирном во второй раз. В прошлом году героинями были многодетные мамы. На этот раз окунуться в мир красоты и женственности были приглашены молодые девушки, находящиеся в сложной жизненной ситуации. В детской поликлинике сидела, и напротив меня были девочки, подростки, возраста, наверное, 13-14 лет, может, чуть постарше, не знаю. Макияж был у них такой, знаете, такие черные брови, пучки такие страшные. И, в общем, они при этом были настолько уверены, что они такие взрослые, что они имеют право очень грубо и некрасиво разговаривать со взрослыми мамами, которые находились также в больнице. Сначала такая была категоричная к ним, а потом подумала, я же тоже такая была. И просто вошла в их положение. Им никто не рассказывает, что такое красота, какая должна быть девушка в их возрасте, что на самом деле, если бы, может быть, у них семьи неблагополучные, да, и, может быть, если бы кто-то был рядом, человек, который бы сказал, что красота на самом деле девушки и будущие мамы, женщины в ее женственности, да, в ее слабости. На отзыв принять участие в благотворительном проекте откликнулось 3 парикмахера, 3 визажиста, стилист и фотограф. Активные предприниматели-общественники выделили для мероприятия помещение, предоставили платья, ювелирные украшения и цветочные букеты. Девушки не скрывали восторга. Для многих это был первый опыт перевоплощения. Я не крашусь вообще. Не крашусь, не укладываешь. Все как-то так. Вообще как-то лицо свое особо не трогаю. Умылась, да пошла. Я тоже могу быть красивой, прям принцессой, феей лесной. Помимо видимого преображения, мастера также беседовали с девушками и давали участницам индивидуальные советы по уходу за кожей и волосами. На протяжении всего мероприятия ярко прослеживались эмоции участниц. Если вначале было неловко, то под конец все сплотились, мастера любовались работой и появившейся улыбки девушек. Участницы раскрепостились, беседовали и воодушевленно фотографировались. Никто не остался без внимания. К концу мероприятия все получили памятные презенты. Организаторы уже обсуждали планы на следующий проект. Вскоре преображение коснется женщин золотого возраста, проживающих в доме престарелых. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. А мы переходим к новостям спорта. Игроки сборной России по пляжному футболу одержали победу над японцами в матче групповой стадии и вышли в плей-офф всемирных пляжных игр.
Власий, с каким счетом победила наша сборная и с кем мы будем играть дальше? Анастасия, здравствуй. Футболисты сборной России одержали победу в овертайме со счетом 6-5, и благодаря чему вышли в полуфинал турнира, где встретятся с командой Ирана. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в заключительном матче групповой стадии и вышла в полуфинал Всемирных пляжных игр. Встреча завершилась со счетом 6-5. В составе россиян голы забили Алексей Макаров, Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Павел Баженов и Федор Земсков. У японцев дубль оформил Масарони Акоюма, а по разу отличились Томоя Гиноза, Сусей Ямаучи и Наоя Мацуо. По итогам группового этапа сборная России набрала 8 очков в 3 матчах и заняла первое место в группе D. В полуфинале турнира россияне сыграют с иранцами. Встреча пройдет сегодня. Футболисты сборной Украины со счетом 2-1 выиграли у Португалии в матче отборочного турнира и досрочно вышли в финальную часть чемпионата Европы. За победителей взятия ворот провели Роман Еремчук и Александр Ярмоленко. У португальцев с пенальти отличился Криштиану Роналду. Сборная Украины стала 5-й командой, сумевшей обеспечить себе досрочный выход в следующую стадию. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии, России и Польши. А вот результаты других встреч игрового дня. Футболисты Косово дома со счетом 2-0 победили Черногорию. Англия на выезде разгромила Болгарию 6-0. Литва на своем поле уступила Сербии 1-2. Албания в гостях одержала крупную победу над Молдовой 4-0. Исландия дома обыграла Андорру 2-0. И Франция сыграла в ничью с Турцией со счетом 1-1. Доминика Тедеско назначен главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 34-летним немецким специалистом рассчитано до 31 мая 2021 года. На посту рулевого «Спартака» он сменит Олега Кононова, который покинул клуб 29 сентября после ряда поражений на старте сезона. Тедеско ранее возглавлял немецкий «Шальке», с которым становился серебряным призером чемпионата Германии, а также выходил в плей-офф Лиги чемпионов. «Спартак» после 12 матчей занимает 12 место в таблице чемпионата России. В активе команды 14 очков. В 13-м туре красно-белые на своем поле сыграют с казанским «Рубином». Встреча пройдет 19 октября. Заброшенная шайба и результативная передача Евгения Додонова помогли его Флориде обыграть Нью-Джерси в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-6. В составе победителей помимо россиянина взятия ворот провели Брэд Конноли, на его счету дубль, а также Джонатан Юберда, Маккензи Уигар и Ноэль Акьяри. У хозяев льда точные броски провели Тейлор Холл, Еспер Брат, Уилл Бутчер и Павел Заха. В турнирной таблице Восточной конференции Нью-Джерси занимает последнее 16 место, набрав 2 очка. Флорида идет на 10-й строчке, имея в активе 6 баллов. В следующем туре Нью-Джерси встретится с Рейнджерс, а Флорида сыграет с Колорадо. Московская «Динамо» на своем льду победила Магнитогорский «Металлург» со счетом 6-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубли оформили Микс Индрашис и Юсо Хиетанин. По разу забили Дмитрий Яшкин и Вячеслав Кулемин. У гостей отличились Сергей Мазякин, на его счету дубль, а также Роман Любимов. «Динамо» занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Металлург» идет 11-м на Востоке, имея в активе 14 баллов. В следующем матче Магнитогорский клуб в гостях сыграет Сочи, а «Динамо» дома примет московский ЦСКА. Обе игры пройдут 16 октября. Якутские пловцы завоевали 17 медалей на первенстве и чемпионате Дальневосточного федерального округа. Соревнования завершились в Хабаровске. Как сообщает «Спорт Якутии», участниками старта стали порядка 300 спортсменов. В активе сборной республики 1 золотая, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Единственную награду высшей пробы в копилку команды принес мастер спорта России Антон Тищенко, ставший победителем заплыва на 50 метров брасом. Отмечу, что пловцу не хватило 0,6 секунды, чтобы выполнить норматив мастера спорта международного класса. По итогам соревнований спортсмены с лучшими результатами получили путевки на чемпионат и первенство страны. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни регионального и всероссийского спорта. Анастасия, вам слово. Власий, большое спасибо. А я напомню, что это был наш спортивный обозреватель Власий Сергеев. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 3 градуса, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду, облачно, давление 702 миллиметра ртутного столба. В Ленске столбики термометров остановились на отметке 1 градус со знаком минус, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
В столице Алмазного края в эти минуты -1. Сейчас в городе ясно. К вечеру, по прогнозам синоптиков, пойдет небольшой снег. А за окнами жителей Нерюнгри -3. Скорость ветра 4 метра в секунду. Давление 687 миллиметров ртутного столба. В столице региона, городе Якутске, прямо сейчас -2 градуса. Облачно, влажность 91%. Ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.